В Республике Коми хотят изменить правила общения с бездомными животными, защитив жителей от нападок агрессивных собак. Сейчас правила такие. Собаку ловят, лечат, делают так, чтобы у нее не было щенков, выпускают обратно. Но это не всегда помогает. Собаки все равно сбиваются в большие стаи и пугают людей. За последний год от укусов пострадало больше 1200 человек, в том числе и детей. Чтобы всем было спокойнее ходить по улицам, депутаты Совета Ухты предложили изменить республиканский закон о правилах обращения с бездомными животными. Среди главных пунктов вводятся новые понятия: пункт временного содержания животных и режим особой опасности, когда собаки становятся очень агрессивными и стаями нападают на людей. В самых крайних случаях собак будут усыплять, но самым гуманным способом. Депутаты Инты поддержали законодательную инициативу коллег. Тема регулирования численности бездомных животных всегда воспринимается очень остро, но закрывать глаза на существующую проблему не выходит. Наши коллеги, депутаты Ухты, отправляют в Госсовет выверенный законопроект о бездомных животных. Законопроект вводит понятие пунктов временного содержания животных. Не приюты, но могут создаваться при них. И экстраординарных ситуациях, когда есть прямая угроза людям. Прописаны четкие основания для усыпления, опасные болезни, подтвержденные нападения на людей, немотивированная агрессия. Решение принимает комиссия с участием ветеринара, усыпление гуманитарными методами. Депутаты Интинского совета полностью поддерживают коллег из Ухты. К нам тоже неоднократно обращались жители с просьбой решить проблему с бродячими агрессивными животными. И в повестке заседания совета мы также будем рассматривать подобные предложения. Авторы законодательной инициативы утверждают, что если есть хоть какой-то шанс помочь животному, его обязательно используют. Важно понимать, что такой закон нужен для безопасности жителей Коми. А в случае с агрессивными собаками выбор всегда стоит между жизнью людей и этими собаками. И без законодательной поддержки люди остаются в незащищенной позиции.